Доброе утро, дорогие телезрители. Утро Якутии в эфире. Телеканал Якутия-24, НВК Саха. На календаре сегодня у нас, не соврать бы, 16 июня, но кроме этого сегодня пятница. Все ее долго ждали. Наконец-то свершилось. Причем неделя-то короткая была. Чего мы ее так долго ждали? Завтра еще можно поработать на самом деле. Тем не менее, утро Якутии в эфире. Ксения Еремеева, Павел Танин. Вместе с вами это утро встречаем. И сегодня в пятничном эфире поговорим о безопасном отдыхе. Узнаем, как работают детские загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием. Разберем модный тренд, который набирает обороты в социальных сетях. А помимо этого поговорим немножко о еде, а именно о вредных кашах. И также расскажем, почему сладкий кофе полезен. А с гостями в нашей студии поднимем в том числе тему трудоустройства в органы внутренних дел республики и развития фехтования в нашем регионе. Ну а по традиции эфир мы, конечно же, начнем с информации о погоде. По данным Гидрометцентра Якутии, сегодня в центральных районах температура воздуха поднимется до 10-14 градусов выше 0. В заречной группе температура составит 13-16 градусов со знаком плюс, в южных 4-6, в Вилюйской группе от 6 до 9 градусов тепла, в Нижнеленских 10-11, в западных 5-8, в Колымо-Индигирской группе улусов температура составит 4-16 градусов выше 0, в Янских 13-18 со знаком плюс, на северо-западе от 0 до 7 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила плюс 14 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-восточный, юго-восточный. Сегодня днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Но тем временем лето, оно уже вот вовсю, мы в нем находимся, и это пора свежих овощей и фруктов, а также самое время заряжаться витаминами, миксуя их каждый день, подбирая те самые сочетания полезных продуктов, которые нравятся. Смузи – удобный продукт. Он заменит собой десерт и станет быстрым способом перекусить между основными приемами пищи. А еще он ужасно вкусный и быстро готовится, что мы и предлагаем вам сделать вместе с нами. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром гастробара «Бездельники». Сегодня мы будем готовить с вами смузи. Смузи – это не в обычном варианте, не милкшейк, а в моем варианте смузи-боул. Боул переводится с английского как тарелка. Итак, для этого нам потребуются замороженные фрукты, ягоды. В моем случае это сегодня я взял, проэкспериментировал, банан заморозил. Также здесь присутствует манго, клубника. Вы также можете добавить сюда бруснику, клубнику, облепиху. Также все замороженные фрукты, которые у вас есть в морозильнике. Ну, я для этого взял такой небольшой наборчик. Итак, мы для начала возьмем это все аккуратненько, переместим в блендер. Затем возьмем 300 грамм молока. И немножко собьем. Все, мы превратили наш фруктово-ягодный микс в однородную массу. И аккуратненько сейчас переложим это все в тарелочку. Такой вот должен быть получиться густой у нас наборчик. Аккуратненько это все выложили. Фишка нашего полезного завтрака в том, что здесь у нас необычная подача. И, как говорится, каждый шеф-повар сам по себе художник. Как нарисовал, так и получилось. Так, возьмем мы свежую ягоду, берем и лепесточки и немножко будем сейчас переукрашивать нашу тарелочку. Чем больше ягод, тем вкуснее. Клубника особенно очень полезна в эти наши такие суровые морозы. Вот так аккуратненько мы превращаем в тарелочку. Затем мы возьмем голубику.
Голубику тоже мы побольше возьмем. И, конечно же, возьмем банан. Банан очень полезен прям в холода. Он немножко похожий такой на солнышко, желтый, красивый, немножко согревает душу. Также мы его вот так аккуратненько нарежем. И все это дело мы выложим на тарелочку. Наш полезный завтрак готов, смузи-боул. Вот такая у нас получилась интересная подача. Друзья, приятного аппетита, доброго утра. Желаю вам хорошего настроения и, конечно, берегите себя. Ну а как мы говорили в начале эфира, сегодня на календаре 16 июня, День младших братьев отмечается сегодня. Так что, если у вас таковые имеются, не забудьте их обязательно поздравить. Какие еще даты сегодня можно отметить, узнаем далее. 16 июня – Международный день африканского ребенка и Международный день семейных денежных переводов. По народному календарю северо-западный ветер предвещает сырую погоду и болезни, восточный ветер – разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Проливной дождь 16 июня обещает хороший урожай грибов. 16 июня 1903 года Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor. 16 июня 1925 года в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В этот день в 1752 году родился Салават Юлаев, национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева. 16 июня 1888 года родился Александр Фридман, русский математик и геофизик. В 1950 году в этот день на свет появился Митхун Чакраборти, индийский актер кино. Именины в этот день празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан. Сегодня мы хотим поговорить про работу в одном вот месте, наверное, потому что в нем, думаю, в свое время многие мальчишки хотели работать в этой структуре. А структура органов внутренних дел, то есть полиция, я думаю, каждый мальчишка нет-нет когда-то думал, как туда попасть. Но, тем не менее, это нынче не сказать, что прям только мужская профессия, потому что и женщины тоже в Министерстве внутренних дел работают. И как раз-таки о трудоустройстве в эту структуру поговорим сегодня с Арданой Владимировной Кисанаевой, начальник управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия, полковник полиции. Сардана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, наверное, самое главное, да, понятно, что внутренние органы, это как правоохранительные органы, это всегда проверка кандидата и так далее, поэтому хотелось бы узнать все-таки, какие в первую очередь проверочные мероприятия проводятся в отношении кандидатов, которые планируют связать свою службу с полицией. Я бы хотела сказать нашим слушателям и членам вот в этой студии о том, что служба в органах внутренних дел – это особый вид государственной службы. Порядок приема на службу у нас определен федеральным законом о службе в органах внутренних дел. И при подборе кандидатов, вот слово «подбор» обязательно, потому что мы выбираем из нескольких кандидатов, и вот этот вот отбор включает в себя в первую очередь проверку. Проверка – это на судимость, судимость близких родственников, административные правонарушения, грубейшие, да, например, вождение транспортом в состоянии алкогольного опьянения, то есть такого кандидата мы, к сожалению, уже не можем рассмотреть на службу. А также проверка военно-врачебной комиссии, то есть пригодность по здоровью. Ну а дальше уже идет, мы кандидату предлагаем должность в соответствии с образовательным уровнем, смотря какое у него образование. Если гражданин отслужил в армии, имеет только окончил среднюю школу, то, конечно же, он тоже может у нас служить, а впоследствии уже закончить вуз МВД России. А какие вот нормативы сдают кандидаты по физической подготовке? По физической подготовке у нас есть нормативы, у нас есть специальный отдел профессиональной подготовки. Будущий сотрудник должен пробежать 1 километр, должен уметь, мужчина должен уметь отжаться на перекладине хотя бы 5 раз, да? Девочки должны сдать норматив на пресс,
То есть лежа, отжать пресс тоже не менее 5 раз. То есть особая подготовка, как я уже говорю, это особый вид службы, поэтому мы должны быть подтянутые, мы должны быть спортивные. А вот хотелось бы уточнить, километр за сколько нужно пробежать? Километр надо пробежать, сейчас точно я не скажу, но, по-моему, там минута с чем-то. То есть, ну, как правило, у нас будущие сотрудники, которые к нам приходят, они в норматив укладываются, он не такой уж и сложный. Школьник, любой студент пробежит, это общепринято. 5 раз подтянуться и 5 раз пресс. Ну, в принципе, можно. Элементарно. Да, если идешь за мечтой, то можно. Ну, вот, как правило, все равно сотрудники, ну, не только в МВД, я думаю, в многих, да, в организациях всегда есть какой-то испытательный срок. Есть ли в МВД испытательный срок, как он, сколько длится, в чем он заключается? Да, конечно, у нас также вот федеральным законом о службе определен испытательный срок. Испытательный срок, как правило, длится от 3 месяцев до полугода. В это время будущего сотрудника проверяют на выносливость, на умение общаться с гражданами, умение работать. Его учат, да, вводят в профессию наставники. То есть этот период для подготовки будущего кандидата к службе. И вот смотрятся личностные качества, да, морально-психологические качества в это время. И бывает такое, что сотрудник за 3 месяца не может адаптироваться, то такой срок продлевают до 6 месяцев. Ну а затем сотрудник проходит соответствующие дополнительные проверочки и назначается на должность. Да, какие-то, может быть, звания есть у сотрудников, и как долго они, вот, какой срок пребывания в жизни вот, в каком-то звании? Да, конечно. Специальные звания также оговорены федеральным законом о службе, и граждане, которые приходят на службу, имея высшее образование, они получают звание младшего лейтенанта полиции, младшего лейтенанта внутренней службы или младшего лейтенанта юстиции. Вот у нас 3 таких вот службы. Граждане, которые отслужили в армии в российской и пришли к нам после школы средней, они получают сразу звание не рядового, а младшего сержанта. То есть карьерный рост обеспечен всем и гарантирован, опять же, федеральным законом о службе. Рядовых в полиции нет. Фактически нет. Сардана Владимировна, сейчас прервемся на короткую паузу и поговорим впереди, ну, после короткой паузы о вакансиях, вообще какие наиболее востребованы сегодня в МВД. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости. Доброе утро. Подведены итоги 2-го конкурса президентских грантов этого года. 3,5 миллиардов рублей выделены более 1500 некоммерческим организациям, которые получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы 2-го конкурса президентских грантов 2023 года. Со своей стороны, сами НКО привлекают софинансирование на сумму 2,8 миллиардов рублей, 82%. Самыми популярными грантовыми направлениями стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Госдума России приняла закон о первоочередном зачислении в школы, детские сады и оздоровительные лагеря детей участников СВО. Документ в первом чтении был поддержан всеми фракциями Госдумы единогласно. Он касается всех детей граждан, пребывающих в добровольческих формированиях или погибших при выполнении боевых задач СВО. Федеральная антимонопольная служба запросила у торговых сетей данные по ценам на молочную продукцию. Аналогичный запрос ведомство направило и производителям молока. На основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования, пояснили в ведомстве и заверили, что в случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования. В ФАС также призвали молочников придерживаться рыночного поведения и указали на недопустимость создания искусственного дефицита продукции. Экологи Алроса начали ежегодную работу по зарыблению рек и озер Якутии и провели первый этап ежегодного зарыбления водоемов в рамках комплексной программы охраны окружающей среды Алроса. 13 июня в озеро Тимир-Кюнден на территории Верхневилюйского улуса было выпущено 370 тысяч штук личинок пеледи. Это первое зарыбление в этом году. Сохранение и восполнение водных биоресурсов – неотъемлемая часть природоохранных мероприятий компании. Ежегодно на зарыбление рек и озер Алроса направляют более 10 миллионов рублей.
Стартовали съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова «Эд». Действие их новой работы развернется в городской среде. Данный проект задумывался как продолжение фильма «Ид». Фильм про человечность и отношения, про то, как люди далеко ушли от истоков настоящего общения. В картине будут собраны драматические, комедийные, жизненные и пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. Премьера новой картины планируется в этом году. Одну из главных ролей исполняет актер из Санкт-Петербурга Валентин Воробьев. Написал в соцсетях, Степан откликнулся, к счастью. Вот, я ему скинул там свои материалы и сказал, что если там когда-нибудь понадобится мой типаж, то я готов. И буквально прошел месяц, он мне написал, сказал, есть такой сценарий. Мне очень интересно, мне нравится и подход, и именно просто как семья, которая делает общее дело и стремится к действительно хорошему, качественному результату, который сможет до зрителей как бы достучаться и их зацепить. В Минэкономразвития рассчитывает на увеличение турпотока в России до 140 миллионов человек к 2030 году. Туристическая отрасль России динамично эволюционирует и восстанавливается после ковидного периода. В прошлом году турпоток увеличился на 4 миллиона человек, а в этом году добавилось еще 17% к показателям 2022 года. Вместе с тем перед отраслью стоят новые и очень амбициозные задачи. Турпоток по России по итогам прошлого года составил 73 миллиона человек. При этом ключевым сдерживающим фактором отрасли является дефицит номерного фонда. Люди хотят путешествовать по стране, но им зачастую негде останавливаться. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем говорить о том, как можно трудоустроиться, начать работу, начать службу в органах внутренних дел. В гостях у нас начальник управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел по республике, полковник полиции Сардана Владимировна Кисанаева. Сардана Владимировна, поговорили много о чем. В первую очередь мы уже рассказали, какие проверки проводятся, какие требования к здоровью. Хотелось бы сейчас поговорить о том, какие сегодня наиболее востребованные, назовем это так, позиции в МВД, куда больше всего требуется сегодня людей. Да, конечно, МВД, как и любая структура, меняется, люди уходят на пенсию, и у нас востребованными остаются такие специализации, как следователи, дознаватели, оперативные дежурные дежурных частей, участковые уполномоченные. Поэтому всех желающих мы приглашаем к нам на службу. А вот интересный вопрос. Через сколько лет сотрудник имеет право уйти на пенсию? Это очень хороший вопрос, потому что, как я уже говорила, особый вид службы предполагает особую выслугу. Таким образом, вот, например, мы возьмем мальчика, который отслужил в армии, в 19 лет он к нам пришел служить в органы внутренних дел. И в арктической зоне к 30 годам он становится пенсионером. И 30 тысяч рублей, это пенсия, которая у нас минимальная по службе, она остается с ним на всю жизнь. Потом он может быть свободным художником, свободным певцом, может работать в цирке, но пенсия с ним будет всегда. Поэтому мы часто, когда с родителями разговариваем, для ребятишек, которые поступают в вузы МВД России, у них уже, если в 17 лет ребенок поступил в вуз МВД России, у него выслуга идет с 17 лет. То есть уже с вуза этого. Да. Ну и я думаю, пенсия — это не единственная, грубо говоря, льгота, да? Все равно какие-то сотрудники, у них есть какие-то привилегии, потому что занимаются опасной работой, в конце концов, да, охраняют конечно. Наше спокойствие. И закон, какие льготы предусмотрены для работников? Да, конечно, у нас особые льготы, они также у нас определены федеральным законом о социальных гарантиях и льготах. И льготы, как у всех у нас на севере, у нас есть проезд один раз в год и на одного члена семьи. У нас есть страховые выплаты. То есть если сотрудник при выполнении служебного долга сломал руку, сломал ногу, не дай бог, да, то в течение 28 дней ему выплачивается страховая выплата, и начинается эта выплата от 50 тысяч, в зависимости от тяжести увечья. То есть государство сотрудников охраняет. Больше нигде таких страховых выплат нет, только у нас. Но у нас тоже, вы же знаете, что особый вид службы. И я очень благодарна членам семей наших сотрудников, которые их поддерживают, потому что мы же не знаем.
Вот идет вызов, например, представьте, сотрудники батальона патрульно-постовой службы выезжают, а там, например, гражданин с балкона стреляет с карабина, там, или гражданин с ножом бегает по улице, да, и выезжают там. Наши сотрудники пресекают вот эти противоправные действия. То есть риск есть всегда. Ну, опасная работа, но при этом как бы уважаемая. Почетная, почетная. да. Да, какие-то вакансии на сегодняшний день, может быть, есть наиболее востребованные? Да, конечно, это следователи в первую очередь, это участковые уполномоченные. По участковым еще по льготам скажу дополнительно, у нас есть федеральный закон, то есть участковым, если не предоставляется жилье на административном участке, у них компенсируется аренда жилья в полном объеме 100%, то есть участковый снимает квартиру на своем административном участке, например, за 25 тысяч рублей, то государство ему это все компенсирует в полном объеме. То есть по участковым, ну, гарантий чуть-чуть больше. Ну, Сардана Владимировна, за интересная беседа. Опять же, вот, пожалуйста, сегодня очень хорошо все рассказали про то, как можно устроиться в органы внутренних дел. Вам хорошего дня, конечно, и удачи в работе. Спасибо и вам, всего хорошего. Ну а мы продолжаем. С целью обеспечения безопасности отдыхающих и предотвращения несчастных случаев в местах массового отдыха сотрудники МЧС России усиливают комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Цель проведения подобных рейдов – профилактические беседы с гражданами, в ходе которых разъясняются основные правила пожарной безопасности. Собственно, пожарной безопасности во время отдыха в лесопарковых зонах города, а также действия в случае возникновения пожара. Сотрудники МЧС России также напоминают номер телефона пожарно-спасательной службы 101 или 112 и вручают памятки по соблюдению требований пожарной безопасности. Задача инспекторского состава состоит в том, чтобы донести до населения необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и помочь им уберечь себя, своих близких от неприятных последствий во время отдыха на природе и у водных объектов города, отметили в ведомстве. Ну, я думаю, что, конечно, правилам безопасности на свежем воздухе, в том числе пожарной, да, и на водных объектах нужно с детства прививать, потому что большинство детей лето всегда проводят активно. Тем более, что появляется возможность отдыхать в различных лагерях. Вот как раз-таки по всей республике начали свою работу детские оздоровительные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием. В этом году, по данным регионального министерства образования, летние оздоровительные кампании внутри республики планируют охватить порядка 50 тысяч детей. Кстати, кому интересно, тему летнего отдыха и занятости подростков продолжит наш сюжет. Детский центр «Сосновый Бор» – единственное учреждение, которое принимает детей круглогодично. Первая летняя смена здесь стартовала еще в конце мая и уже близится к своему завершению. Мы с классом выиграли путевку в конкурсе «Большие классы». Некоторые дети не пришли из-за того, что у них были дела. Тут очень классные ребята, все очень хорошо, интересные мероприятия, еда вкусная. Вот. У них очень насыщенная программа. У них в среднем по 3 мероприятия в день. Допустим, утром, потом после обеда и вечерние мероприятия. Утренние проводят вот гости наши. После обеда у них треки по орлятам. И вечерние проводим мы вожатые. Помимо насыщенной развлекательной программы, у детей есть возможность оздоровления. Здесь лечат зубы, проводят ингаляционные процедуры, дышат морским воздухом в соляной комнате. Всего за летнюю кампанию 2023 года мы планируем охватить 10 смен на 3 базах. Это у нас центр «Сосновый Бор». Там будут проходить 4 смены. Первая смена Содружества «Орлят России» прошла. Далее у нас будут смены «Открывай страну», «Привет, Артек», «Время первых». На базе лагеря «Энергетик» начинается смена «Береги планету». Вторая смена будет «Создавай и вдохновляй». Третья смена будет «Достигай и побеждай». Третья наша база – это лагерь «Связист». Там будут проходить смены «Юный боец», «Следопыт» и «Будь здоров». А по наполняемости на сегодня уже все смены заполнены или есть какие-то места свободные, куда могут кататься? По наполняемости сейчас все места заняты, и мы охватили более 1000 детей со всей республики.
Спрос на детский отдых с каждым годом растет, и только не все желающие попадают в летние лагеря. В этом году прием заявлений проводился двумя способами. Это обычное письменное заявление и заявка через госуслуги. Но, как оказалось, нововведение стало проблемой для многих родителей. У нас такая ситуация. В этом году у меня старший сын попросился в детский лагерь на летнее время. Мы с ним выбрали определенный лагерь и узнали, как нужно оформить этот лагерь. 1 мая в 9 утра мы подали заявление через госуслуги. Заявление системой было принято, и в течение 7 дней стояло, что будут рассматривать данную заявку. Но ответа звонка нам не поступило, и я в новостях посмотрела, что срок приема заявлений увеличен в связи с тем, что поступило очень много заявок. Мы ждали этот период, и после 14 рабочих дней так и не поступил ответ, ни звонка, ни ответа. Заявление висело со статусом «получено ведомством». Далее женщина обратилась в учреждение, которое курирует весь этот процесс, где ей сообщили, что именно 1 мая, когда стартовала приемная кампания, произошел системный сбой. Мы остались без детского лагеря. И назревает вопрос, почему получали заявления через госуслуги, если были к этому не готовы. Мы, в свою очередь, обратились в ресурсный центр, который курировал процесс записи. Сбой вообще произошел из-за технического характера. То есть то, что эти некоторые заявления, они не пришли в ведомство именно. То есть там путаница произошла. Но вообще, то, что если подали через госуслуги, это не факт, то, что они попадут. Вот это, нужно вот это понимать. Это все равно идет отбор детей. То есть в любом случае. Нет, да. А вот эти заявки кто обрабатывает? Это специалисты. Нет, это непосредственно учреждение уже обрабатывает. То есть каждое учреждение, у них есть свой доступ именно на портал государственных услуг, и они сами обрабатывают заявления. В итоге многие родители, которые доверились современным сервисам, как оказалось, стали жертвами цифрового неравенства. Хотели как лучше, получилось как всегда. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Безусловно, когда дети находятся в летнем лагере, родители хотят всегда быть на связи со своим ребенком. И, безусловно, в наше время у каждого подростка есть сотовый телефон, но ведь бывают ситуации, когда ребенок по какой-либо причине вдруг разбил телефон сотовый, либо кому-то, либо себе в школе, в лагере. И как поступить в такой ситуации, сегодня нам расскажет Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие телезрители. Куда же без телефона? Мне кажется, сейчас дети даже с 3 лет уже все с телефонами. И главное, телефоны такие серьезные. И вот случай. Ну, как всегда, отправили ребенка в школу, был целый телефон, пришел, а он сломан. И рассказывает, что это все его одноклассник. Кто же несет ответственность? Давайте разбираться. Ну, до 14 лет ответственность несут родители. То есть законом установлено, что воспитание, образование – это все родители, но если это произошло под надзором учителя во время учебного процесса, да, если это произошло в лагере, то есть где также были воспитатели, которые должны наблюдать за ребенком, здесь уже ответственность делится. То есть здесь уже будет определять, если это суд в судебном порядке, кто же больше виноват. Учреждение, которое не досмотрело, что ребенку нанесли ущерб имуществу ребенка, да, разбили телефон, либо все-таки родители, которые, там, ребенок стоял на учете, или там неоднократно учителя обращались, что примите меру, он забирает там чужие телефоны или какие-то иные действия совершает, тогда уже совместно несут ответственность и родители. Ну, вообще, какая ответственность? Это, естественно, восстановление аппарата, если он может быть восстановлен. То есть ремонт телефона, замена экрана, это все должны произвести виновник. Вот. Если речь идет о подростках старше 14 лет, там на самом деле устанавливается, есть ли у него доход. То есть если ребенок, естественно, не работает, чаще всего так и бывает, до 18 лет возмещение ущерба также возлагается на родителей. После 18, если он становится совершеннолетним, у него есть доход, он уже возмещает ущерб самостоятельно, если ущерб такой значительный. Как же разрешить эту ситуацию?
Но первоначально, если такая ситуация случилась, нужно установить круг лиц, которые находились в этом помещении, то есть воспитатель, преподаватель, дети, да, что же произошло. То есть хорошо, если это просто телефон, а не вред здоровью, но тем не менее, да, обращаемся, получается, к месту, где находился ребенок, к учебному заведению или воспитательному заведению, да, и спрашиваем, при каких условиях. Возможно, есть видеозапись, провести с преподавателем, ни в коем случае не самостоятельно, опрос детей, которые рядом находились, да, установить, что да, установлено там, что Саша, Паша, Гриша, там, к сожалению, вот задели, толкнули, и телефон упал и повредился. Дальше пишем заявление, сначала, я думаю, к школе, да, что просим произвести проверку, да, возмещение ремонта телефона, прикладываем справку о том, сколько же это будет стоить. Я думаю, что чаще всего учебное заведение, да и дошкольное учебное заведение, да, или кружок, они самостоятельно выплатят компенсацию за восстановление аппарата, но если все-таки пришел отказ, то есть было продиктовано, что это после учебного процесса, да, что ребенок находился вот в период, что он должен был идти домой, а он остался, да, тогда возлагаем, конечно, уже на виновника, который толкнул, который неаккуратно как-то обошелся с имуществом ребенка. Ну, если вдруг такое произошло, ни в коем случае нужно не доводить, конечно, до конфликта и в досудебном порядке попытаться это все разрешить. Вот, чтобы в последующем у ребенка в коллективе не было проблем. Но, тем не менее, система есть, судебная практика существует, и вы имеете полное право на получение возмещения от школы или от родителей ребенка, который нарушил права ваши. Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно меньше конфликтов, ну и хорошего настроения, конечно. Ну, действительно, смартфоны нынче это даже не то, что там неотъемлемая часть нашей жизни, по-моему, продолжение тела уже становится, продолжение нашей руки. Без него мы вообще никак ничего уже не можем. Да, именно из интернета мы узнаем не только новости, но и следим за современными тенденциями, модными трендами, развлекаемся как можем. Да. Кстати, вот заметил, что в последнее время в социальных сетях набирает оборот такой популярный ролик, где люди темные очки, солнцезащитные очки надевают и снимают вот такой вот челлендж. Да, в Якутии он стал очень популярен, этот ролик. Его, по-моему, снимают везде. Да. Да вот почему вот именно такой челлендж стал популярен, вообще под чью песню он делается, расскажет нам Туяра Филиппова. Популярный в российских и зарубежных соцсетях ролик в Якутии бьет рекорды. Его повторяют и выпускники школ, и кандидаты в депутаты, и участники эсэхов, которые повсеместно начались в районах. Задача челленджа – собраться коллективом, одновременно надеть очки и посмотреть наверх. В одном из роликов даже снялся глава Якутии Айсен Николаев. Почему, казалось бы, не имеющие особого смысла движения стали вирусными и полюбились, многим непонятно. Возможно, в якутском варианте ролик стал популярным из-за музыки, которая отличается от оригинальной версии. Его снимают под народную якутскую песню «Атырета» в исполнении популярного певца Виталия Ачирова. Для самого певца использование его песни стало для него неожиданностью и уже имеет приятные последствия. Как он сам признался, его чаще стали звать на свадьбы, юбилеи, просят исполнить именно эту песню, а на днях известный в Усялданском районе хор даже записал клип. Мы тоже решили не отставать от моды и сняли свой вариант ролика под уже ставший хит. Заодно выяснили тонкости организации съемок челленджа. Туяра Филиппова, Дмитрий Тымыров, Якутск.
Скажу, что в очках сижу до того, как это стало мейнстримом, правда, не в солнцезащитных. Да, кстати, Паш, вот к слову об очках. Если для подобных челленджей мы как бы руководствуемся больше внешней эстетикой, да, аксессуара, то в жизни главное все-таки защита от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и в буквальном смысле ослепляющего солнца. На что нужно обращать внимание при выборе солнцезащитных очков, рассказываем в следующем сюжете. Солнцезащитные очки лучше всего покупать в специализированных магазинах. Модели выбирайте с вкладышем и маркировкой. Там же вы найдете информацию об условиях эксплуатации очков. Если они рекомендованы для туристических поездок в жаркие страны или районы высокогорья, значит линзы имеют очень сильный светофильтр, который обеспечивает почти 100% защиту от ультрафиолета. Такие очки относят к самым высоким, 4 и 5 категориям. Они, как правило, очень сильно затемнены, и их нельзя использовать для вождения автомобиля. Самыми сильными являются 4 и 5, которые делаются исключительно под заказ и предназначены для горнолыжного спорта. То есть проценты затемнения там варьируются вплоть до 97%. То есть светопропускная способность у них там буквально остается около 3%. Для города подойдут более простые очки 2 категории. Такие чаще всего слегка тонированы. Если вы планируете пляжный отдых, выбирайте универсальный вариант – очки 3 категории. Мы поинтересовались у горожан, знают ли они категорию светозащиты своих солнечных очков. Нет. Чем руководствовались, когда покупали? Ну, просто понравилось и вроде защищает. Ну, я не могу хорошо знать, конечно, но я думаю, что они от ультрафиолета, вот коричневое стекло, да, от ультрафиолетового излучения защищает. Чем темнее получается окраска вот линз очков, да, тем у нас под очками зрачки расширяются. Чем шире у нас зрачок будет, тем, получается, лучше поступает нежелательный вот ультрафиолет. Поэтому, если брать, то можно вот светло-серые, можно даже зеленые. Нужно смотреть на маркировку, надо выбирать, чтобы там была надпись УВ 400 или 380. Категорию светозащиты, как правило, указывают на дужках очков. Важно знать, что хорошие линзы солнцезащитных очков приглушают яркость изображения, но не влияют на цветопередачу. Что касается оправы, то она не должна сдавливать виски, иначе ношение очков приведет к головным болям. Хорошо, если дужки крепятся к оправе при помощи системы Flex. Она обеспечивает идеальное прилегание. И напоследок о носовых упорах. Самые комфортные – силиконовые. Они крепятся к оправе с помощью металлической проволоки. При желании ее можно слегка согнуть или разогнуть, в зависимости от ширины вашей переносицы. Ну а врачи связали сладкий кофе со снижением риска смерти. Оказывается, от такого напитка вообще не стоит отказываться. Это выяснили исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу. Так, более ранние исследования показали, что употребление кофе связано с большей продолжительностью жизни, но было неясно, как влияет на эффект сахар, который люди добавляют в напиток. Ученые проанализировали записи хранилища медицинской и генетической информации. Люди, которые пили любое количество несладкого кофе на протяжении 7 лет, наблюдений имели на 16-21% более низкий риск смерти ото всех причин по сравнению с участниками, которые не пили кофе вообще. Риск для тех, кто пил 1,5–3,5 чашки с сахаром, оказался ниже на 29–31% в среднем. Пока не ясно, как именно сахар в кофе влияет на продолжительность жизни, но результаты дают понять, что отказываться от сладкого кофе не стоит. Однако стоит иметь в виду, что в кофейнях и сетевых ресторанах в кофе добавляют намного больше сахара, чем фигурировало в анализе, предупреждают исследователи. К таким напиткам они рекомендуют относиться с осторожностью и не пить их на постоянной основе. Ну а также врач назвала 3 самые вредные для здоровья каши, которые едят все. Некоторые каши могут оказаться крайне вредными для здоровья человека. А как рассказала эндокринолог Наталья Лазуренко, речь идет о блюдах с манной крупой, молочным рисом и булгуром. Их употребление она охарактеризовала как мощную углеводную атаку на организм. Такие каши вредны в первую очередь для людей с излишним весом, острым панкреатитом и патологией обмена элементов в организме. Врач рассказала, что эти блюда существенно повышают
глюкозу в крови, так как в их составе нет сложной клетчатки, и они не гарантируют чувство сытости. Кроме того, если человек добавит к быстроуглеводным кашам насыщенные жиры, он сделает только хуже. Произойдет бомбический прием пищи, который увеличит глюкозу в крови и обострит патологию углеводного обмена. После этого поджелудочная железа будет выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань, предупредила доктор. Вот, а кто точно знает, какую кашу лучше всего употреблять по утрам для того, чтобы организм был здоров и находился в тонусе, это, конечно же, спортсмены, потому что для них здоровье это очень важно. И сегодня у нас в студии Виктория Калмыкова, чемпионка и призерка чемпионатов России по историческому фехтованию и по спортивной сабле, тренер по фехтованию, а также Марфа Троева, директор Центра спортивной подготовки по фехтованию «Алмаз». Доброе утро, девушки. Доброе утро. Марфа, вот вопрос такой. В первую очередь, вообще у нас в последнее время фехтование в республике достаточно динамично, мне кажется, очень развивается. И вот как раз-таки Виктория с супругом Дмитрием приехали показать мастерство. Вообще это первый визит именитых спортсменов в республику именно по фехтованию, или это уже такая достаточно регулярная практика? Так, мы, да, впервые приглашаем с организацией именно учебно-тренировочного сбора. Мы раньше приглашали тренера из Новосибирска. Вот, в течение недели также делился своим опытом. Но вот именно с Калмыковых мы пригласили еще с организацией курса по фехтованию для взрослых, и они с осени будут с нами плотно работать. Виктория, а вы сразу согласились на поездку в Якутию? Мы, конечно же, обдумали какое-то время. Это большой проект с огромными перспективами. Вот, поэтому все продумали и с радостью приехали. Главное, что летом, а не зимой, мне кажется. Это верно. Вот. А как вы для себя этот вид спорта открыли? Я еще со школьной скамьи занимаюсь. Это самый такой интеллектуальный вид спорта. Его часто сравнивают с шахматами динамичными. Поэтому влюбилась с первого взгляда. Да, вот вопрос к Марфе. Интересно, какая миссия и задачи сегодня стоят перед вами по развитию этого олимпийского вида спорта? Так, наша миссия — это пропаганда здорового образа жизни, чтобы каждый человек мог заниматься спортом. То есть фехтование — это олимпийский вид спорта. Мы, конечно же, спорт высшего спортивного мастерства тоже рассматриваем, но вначале мы хотим продвигать любительский спорт, в том числе, то есть любительский спорт и спорт высшего спортивного мастерства. Очень хочется включить фехтование в список международных игр «Дети Азии». Вот. Мы активно развиваем и детский спорт, и со взрослыми также работаем. Виктория, ну вот хотелось бы вообще, в принципе, про фехтование поговорить. Вы сказали, да, что это, в принципе, вот похоже на шахматы динамические. Но вот если посмотреть на всю атрибутику, которая перед нами лежит, я максимум могу с шахматами ассоциировать шлем, да, как будто это ладья. Чем же все-таки схожесть? Понятно, что это связано как-то вот с принятием решений очень молниеносно. Конечно, это большая интеллектуальная работа вместе с развитием физических качеств. То есть здесь и от детей, и от взрослых требуется большая работа по подготовке. Здесь и бег, и координационные навыки, и растяжка, и силовые качества, и, конечно же, тактическая подготовка, то есть принятие решений скоростных, ну и, конечно, это соревнования, азарт поединка и побед вот этих двигатель к чемпионскому титулу. Вот давайте как раз про инвентарь вот поговорим, раз я уже сравнил шлем с ладьей. Вот меня всегда, допустим, интересовало вот этот шлем, как через него можно смотреть, потому что вроде бы он такой весь сетчатый, но хорошо ли через него? И тяжелый достаточно. На самом деле, поначалу, может быть, это непривычно, но привыкаешь и просматривается все абсолютно комфортно. Да. Он, конечно же, создан для безопасности, для того, чтобы этим мог заниматься даже ребенок. Вот, собственно, и занимаются с малых лет, и даже взрослые
есть всякие там ветеранские соревнования. Вот у нас представлены как раз спортивный снаряд и вот исторический для взрослых. А ведь, наверное, можно прийти на какой-то мастер-класс, да, попробовать, поддержать вот все это. 18 июня мы организуем бесплатный мастер-класс в спорткомплексе «Триумф». Да, каждый желающий может присоединиться. Вот, и мы покажем два направления, то есть спортивное фехтование и историческое фехтование. Историческое очень даже нам подходит. А в чем различие этих двух типов фехтования? Исторического и спортивного? Спортивное — это олимпийский вид, уже с принятыми некими правилами. Да, историческое, во-первых, это реплики исторического оружия, то есть они имеют другой вес. Вот, и, соответственно, по-другому с ними нужно взаимодействовать. Вот мы будем развивать как раз историческое фехтование и спортивное. А кому вот интереснее сегодня, взрослым или детям, этот вид спорта? Историческое больше, на самом деле детям тоже очень интересно. Мы хотим вот в рамках нашего учебно-тренировочного сбора летнего лагеря включить, то есть мы включили историческое и спортивное фехтование. Дети будут, то есть узнают два направления. Сразу одновременно. Да. С 19 июня у нас уже стартует лагерь, так что у нас, то есть места на самом деле ограничено, то можем, конечно, при желании, если есть желающие, можем принять. Вот еще вот такой хотелось момент спросить, сильно ли сам вид спорта завязан, так сказать, на своем возрасте? Потому что, допустим, есть все-таки виды спорта, если ты хочешь достичь великих результатов, чемпионом стать олимпийским, да, надо прям с детства заниматься. Фехтование тоже прям с детства нужно? Или можно вот там, в 17 лет прийти и стать? Знаете, сейчас очень развит любительский спорт, и ограничений нет. На курс взрослых записалась женщина 70-летняя. То есть мы работаем со всеми. Так что у нас ограничений нету. Также соревнования по историческому фехтованию есть чемпионат России. То есть чемпионка сидит рядом. Так что да, мы прям уверены, что у нас будут чемпионы, призеры, то есть мы будем... Мы верим в вас. Да. Спасибо. И завершая беседу, Виктория, ваши ожидания от работы в Якутии? Конечно, хочется познакомиться с местным населением, с детьми. Я прям жажду активностей. Хочется, конечно, творческого, индивидуального подхода. И, конечно, по завершению это соревнования, какие-то совместные выезды. То есть планы большие, и хочется все это реализовать. Желаем вам, чтобы все получилось, все, что задумано. Спасибо вам, что пришли в нашу студию, поговорили, рассказали про фехтование. Спасибо. Поняли мы, как с шахматами все-таки это связано. Пойдем, наверное, да? Тоже попробуем. Пофехтуем, получается? Пофехтуем. Вот. Спасибо вам еще раз. Хорошего дня, самое главное. А мы продолжаем. Две редкие бескоготные выдры родились в океанариуме в Японии. Вот такие симпатичные питомцы пополнили океанариум в японском городе Тоба. Это детеныши редкой азиатской бескоготной выдры. Самец и самка родились с разницей в один день. Они весили менее 100 граммов каждый. В помете были еще 2 детеныша, но они вскоре умерли. О выживших выдрах теперь заботятся сотрудники океанариума. Напомним, что азиатская бескоготная выдра – самый маленький вид выдр. Длина их тела вместе с хвостом достигает максимум метр. Эти зверьки исчезают из-за вырубки лесов и браконьерства. Также их ловят незаконные торговцы животными и бескоготные выдры – популярные питомцы в океанариуме в Тобе. Людям нравятся их симпатичные мордочки. Этих детенышей покажут публике в конце июля, а в конце августа они уже смогут плавать в неглубоком водоеме. Осенью обе выдры станут самостоятельными. А далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, вы смотрите новости.
Программу «Доступное арендное жилье» в ДФО запустили в регионах Дальнего Востока. Всего на сегодня субъекты отправили заявки на строительство 13 тысяч арендных квартир. Первый срок 2 жилплощади уже можно будет арендовать во Владивостоке до конца этого года. Между тем в Якутии был сформирован перечень застройщиков, изъявивших принять участие в программе. В адрес dom.rf от республики направлены соответствующие ходатайства на 1004 квартиры. Учебник по истории для основной школы будет готов в 2024 году. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что школьники должны видеть и понимать основы формирования нашего государства, а также те исторические события, которыми следует гордиться. Кравцов пояснял, что в новом учебнике будут раскрыты причины начала СВО. В нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России. Министр также отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно по мере возможности. Юридическая консультация полезна, когда нет четкого понимания, имеет ли дело судебную перспективу или нет. По поручению главы республики открыт бесплатный центр юридической помощи, где оказывается помощь малоимущим гражданам, инвалидам, мобилизованным и участникам специальной военной операции. Всего в центре работает 5 квалифицированных юристов. Более подробнее можно узнать, позвонив по телефону доверия 251 777. Мы будем оказывать бесплатную юридическую помощь указанным категориям граждан. Более подробно вы можете ознакомиться с указанной информацией на нашем сайте. Палата Республики Саха-Якутия будет прилагать все усилия для достижения указанных целей. Именно адвокат является профессиональным советником по правовым вопросам. Это действительно те люди, которые сдали экзамен на адвоката, и то есть они компетентны по всем правовым вопросам. Власти Якутии направят в 2023-2024 годах свыше 1 миллиарда рублей на ремонт объектов спорта к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии», который пройдет в следующем году в Якутске. Всего для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов в городе Якутске. Отмечается, что на соревнованиях ожидается участие около 40 стран. Также примут участие регионы России. Ожидается всего участие свыше 3000 спортсменов. Спортсмены из Китая впервые выступят на чемпионате Азии по масс-рестлингу в эти выходные. 17 и 18 июня Монголия примет чемпионаты первенства Азии по масс-рестлингу. Ожидается участие около 100 спортсменов из различных стран. На крупном международном соревновании по якутскому единоборству дебютируют атлеты из Китая. По предварительной информации, свое участие подтвердили представители Кыргызстана, Узбекистана, Бангладеш, Монголии и Китая. Среди мужчин борьба пройдет по 9 весовым категориям, среди женщин по 5. Кроме того, состоится абсолютный чемпионат Азии, где спортсмены выявят сильнейшего на континенте. Интерактивную карту местности Усть-Хатын запустят в приложении «Тогис Кэсэху Туймаде 2023». Как и в прошлом году, на карте будет доступна информация о локациях и сооружениях. Найти местность можно будет по запросу «ЭСЭХ» в поисковой строке. Карта мероприятия будет доступна также при отсутствии интернет-соединения. Пользователи смогут найти стоянки для автомобилей, автобусные остановки, общественные туалеты и пункт скорой помощи. В сервисе также будет доступна программа национального праздника. На этом у нас все. Хорошего дня. На этом наш эфир подходит к концу. Всем плодотворного дня, отличной недели и хорошего позитивного настроения. Ну, по традиции, пятницу мы завершаем музыкой. И сегодня у нас будет петь коллектив из поселка Лебединый Алданского края. Девчата исполнят песню «Я деревенская». Всем хороших выходных. Я помню, прошлым летом ты мимо проходил. Зачем теперь заметил, со мной заговорил? А нынче до рассвета хмелеешь без вина. И я на все на это сказать тебе должна. Я деревенская, ты не смотри вокруг, ты подгляди сюда. И спеть смогу, и плясать смогу, а полюблю кого так навсегда. Ой, доля, дроля, ой, доля, дроля, моя такая
полюблю так навсегда. Меня моим подружкам за пояс не доткнуть. Мне муж, конечно, нужен, но не какой-нибудь. Ты с городом прощайся и сердце не тревожь. Такой, как я, хозяйки, теперь и не найдешь. Я деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю кого так навсегда. Я деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю кого так навсегда. Ой, доля, доля, ой, доля, доля, моя такая доля, полюблю так навсегда. Деревня то и дело, там некогда скучать. И церковь уцелела, и есть кому венчать. А ты назло соседкам любовью не скупись. Я нарожаю деток, ты только шевелись. Я деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю кого так навсегда. Я деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю кого так навсегда. Ой, доля, доля, ой, доля, доля, моя такая доля, полюблю так навсегда.